солнышко, пошел снежочек. Не сильный, но потихоньку метет. Конечно, мы загрузились. Пока подтвердили там оплаты туда-сюда, нас там не выпускали. Вот наконец-то мы сорвали. Очень долго мы тут ждали и грузились. Ни разу так не грузились еще нигде, как здесь. Заехали, набрали водички. Все, будем двигаться дальше потихоньку. Дорога вроде ничего, так разметает. Где машины едут, там асфальт хороший. Где машины не едут, там асфальт снежком припорошенный. Город Бэтмен. В Турции он находится, и город Зигдилда в Канаде. Извините, но как есть, так есть. Что такое? Назвать так и назвали. А как это за дилдовчане? Это такое. Давайте Мишу не будем смущать. Спросим. А что смущать? Самосвал решил разделительную полосу положить. Давай, где холоднее? Бэтмен или второй ряд? В Канаде, конечно, в Канаде. Думаешь, там холоднее? Красавчик. Точно? Не Уверен? проснулся, что ли? Да. Ну что? Съехал. Мы уже вытащили. Гонщики на Тойотах. Осталось, что ли? Что не ебнулись? Подъезжаем к Хабаровску. Стало чуть четко прям. Нихера не леса. Леса. Время 7 утра. Осталось 380 километров. 33, блядь. До 4. Температура у нас поменялись. 33 градуса мороза. Вон машины стоят, которые отдыхают. Порядок. Заводи. Едем дальше. Проехали еще соточку. Вот такое солнышко появилось за горы. Напарник отдыхает. Температура минус 35. Морозное утро.
Забрались на горочку. Здесь стояночка небольшая. Сейчас типа позавтракаем, поменяемся. Сходим машинку, проверим. Сейчас в горку поднимались, очень тяжко. Крутая горка была. Сейчас машинка поработает, турбина остынет. Потом заглушим. Все вроде нормально, снега, сука, привезли. На запасках снега внутри, пиздец он. На запасках у нас внутри снега, говорю, блядь. Вот. На жопе он сосульки у нас. На солнышке расстояли, фонарики помыли на крыше. Все светится у нас. Такая тут даже эстакада. На улице 20-очка. Оторвалась у нас крепежка. Давай кашу. Привязали проволочку и ленточкой, блядь. Двадцатка, это не 35, как мы ехали, даже доходил до 39 в некоторых местах. А пойдем кашки сварим, покушаем и попрем дальше. Осталось, по-моему, 50 километров до Читы. Да, 50. Будем мчать дальше. Проехали мы в Читу. Сейчас снова уштурвала. Пошел вот такой снежочек небольшой. Ну это прям край циклона. Посмотрел. И до Улан-Удэ должен закончиться снег. Ничего страшного. Метет. На улице минус 15. Отлично. Кроме дороги. Вроде небольшая горочка. Не едет. Потом я сел. Баллы еще не все у меня. Но это не должен заработать. Сейчас начнется спуск. Снежочек идет вверху особенно. Начали разгоняться.
доедем. Осталось совсем чуть-чуть. Такие тут дачи. Я так думал, что дачи. Там больничек сейчас. Некоторые окна. Вот такой прикол сейчас. Белый. Едем по краю прям. Поезд идет навстречу. Алло, поймите. Вот так вот циклончик пришел в Красноярске. И в Красноярске, и здесь снег видел. За фурой едешь, вообще ничего не видно. Камеру очень хорошо видно. Мороз не сильный. Где бы водичку в колонку набирали, кстати, замерзла. Ладно, там 2 колонки или 3 там, 3, да. Ну, в Дузу заправлялись. Обе замерзшие. Конец снег лупит. Для самого Красноярска. Завтра, по-моему, к обеду. Циклон идет оттуда. Как будем там ездить? Нам надо будет расцепляться, делать там. Или вообще ничего не получится. Ничего не прислали. Должен был механик прислать. Не адреса, ничего. Не скидывал. Канск. Заедем в магазинчик, будет перед ним. Смартфон тоже. Устанавливались за него. Уже 12:00. И очень аккуратно. Какой-то грузовичок догоняет фуру. Ну, хоть через камеру смотрят. Частицы так не улавливают. Снежные. Глаза улавливают, и вообще ничего не видно. Коллеги спят, отдыхают. Да. Тут едет мететчик перед нами. Это что заняло? Да. И он еще не собирает прекращаться. Сейчас мы там в Канск поднимемся, в горку эту.
тень появилась черная, без фонариков. Фонарь, наверное, залепило уже там, блядь. Поэтому не видно. Кошмар просто метет. Передний фар тут видно, он по краям. Что едет. Вот. Красненький фонарь появились. Можно 100 метров ходить видно. Она есть. Вот, подъезжаем. Вот, собственно, его будет. Встречная, отличная машина. И пока прямая, потом будет поворот. Сейчас что-то. Уклон, наверное. Нет, прерывистая. С нашей стороны там тоже была прерывистая. Коллега подмагнул, моргнул. О, вот так хорошо. Когда едешь первый, чисто, Да, ничего так вообще не не